Я желаю вам доброго времени. Сейчас мы с вами выполним тренировочный микс из двух разных направлений. В начале занятия мы сделаем динамичную растяжку. Она позволит наше тело подготовить к более глубокому воздействию, разогреть его и растянуть. Во второй части тренировки мы воспользуемся миофасциальным роллером и выполним самомассаж на отдельные участки тела, которые мы не проработали в динамичной растяжке. Эти два направления отлично дополнят друг друга и сделают нашу работу еще более результативной и продуктивной. Меня зовут Настя, на этом канале я делюсь полезными видеороликами о всестороннем развитии вашего тела. Не забудьте подписаться на канал, а сейчас давайте начинать нашу тренировку. Как я уже говорила, в начале занятия мы сделаем динамичную растяжку, поэтому роллер можем убрать в сторону и будем выполнять динамичные движения. Ноги на ширине таза, раскрывая грудь, руки располагаем перед собой, раскрывая грудь, мы тянемся подбородком вверх и вперед, легкий прогиб в поясничном отделе, а затем закрывая грудной отдел руками, плечами, тянемся позвоночником далеко назад. Еще раз. Вперед подбородком и вверх, прогибаясь в пояснице слегка, без надавливаний, без лишних напряжений и округляем. Чуть подинамичнее. Вперед наверх и назад закрыть. Еще вперед наверх и назад закрыть. Еще два раза. И крайний раз. Открывая грудь, мы раскрываем руки, ведем по большому кругу их назад, закрываем руки перед собой, округляя грудной отдел. Еще раз медленно, раскрывая руки, раскрываем грудь, ведем руки назад по большому кругу, закрывая грудь, руки перед собой. Еще несколько раз, чуть динамичнее. Закрыли. Круг руками назад, раскрыли грудь, закрыли. Еще два раза. Движения легкие ради вытяжения. Отлично. Руки располагаем сверху и выполняем наклон в правую сторону. Меняем. Еще несколько раз. Обратите внимание, что нижней рукой я тянусь вниз по диагонали, а верхней рукой вверх по диагонали. Еще 4. 3. 2 и крайний раз. 1. Хорошо, добавим динамичный шаг. Тянусь в правую сторону и левой ногой выполняю шаг назад за правую ногу. Отлично, вытяните себя. Ощутите, как растягивается весь левый бок. Та рука, которая вытянута сверху, и та нога, которая ушла назад. Шаг в центр. Меняем сторону. Правой ногой шаг в левую сторону, правой рукой тянусь в левую сторону, растягиваю весь правый бок, ощутите, как растягивается в районе тазобедренного сустава, при этом тазовые кости мы стараемся развернуть точно вперед. И чуть подинамичнее. Шаг врозь, левой рукой в правую сторону наклон, шаг врозь, наклон. В каждом движении мы осуществляем максимальное вытяжение. Если не получается поспевать за мной, вы можете выполнять в более медленном темпе. Тазовые кости все время направлены вперед. У нас есть такая возможность за рукой немножко развернуть таз в сторону, но мы его все время разворачиваем вперед. Еще два раза. И крайний раз. Останьтесь, пожалуйста, здесь. Руки вытянем над головой, тазовые кости направлены вперед, грудь направлена вперед. Мы выполняем наклон в тазобедренном суставе с прямой спиной, насколько это возможно, до тех пор, пока спина остается прямой. В нижней точке расслабляемся, отпускаем руки, расслабляем плечи. Расслабьте, пожалуйста, голову, шею, не смотрите сейчас на меня, постарайтесь только слушать. В этой позиции ноги стараемся держать прямыми в коленном суставе, либо они могут быть слегка согнуты, если вам слишком больно и дискомфортно. Расслабили шею, плечи, руки. Круглой спиной начните себя раскручивать вверх. Переводим свое тело в вертикальную позицию.
Здесь же остаемся руки наверх, с прямой спиной, наклон в тазобедренном суставе. До тех пор, пока это возможно, круглая спина. И раскручиваем себя, роллап наверх. Повернусь боком, можете посмотреть. Прямой спиной наклоняюсь вниз, округляю спину и круглой спиной наверх. Давайте повторим еще 3 раза. С прямой спиной и круглой наверх. Еще 2. Медленные движения позволяют включить мышцы в работу, а также воздействовать на тело с точки зрения вытяжения. И крайний раз круглой спиной вверх. Круглой спиной вверх. Замечательно. Вернемся в центр. Отлично. Поменяем сторону. Тазовые кости направлены вперед, грудь вперед, руки вытянуты. Наклоняемся вперед с прямой спиной. Расслабляем шею, плечи, немножко задержимся здесь. Точно так же, как мы делали на противоположную сторону. Ощутите вытяжение в подколенных сухожилиях, в спине, в ягодицах. У каждого будут свои ощущения. Но при этом важно расслабить верхнюю часть тела, насколько это возможно. Ноги могут быть слегка подсогнуты, но желательно стремиться к прямому положению в коленях. Круглой спиной поднимаемся вверх, вытягиваем руки и вновь с прямой спиной опускаемся вниз, круглой наверх. И еще 4 раза. Вниз, расслабились нижние точки, круглой спиной наверх. Еще 3. Вниз. Крайние 2 раза. 2. Медленный темп, никуда не спешим. Стараемся вытянуть все свое тело, потянуться руками вверх, вперед, 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 вперед. 1. Отлично. Широкая постановка ног, носки развернуты по диагонали, пальцы ног по диагонали. Раз пальцы ног развернуты по диагонали, колени мы направляем туда же, направляем с пальцами ног. И мы делаем такой легкий перекат с правой на левую сторону, с левой направо, с правой налево. Таз оттягиваем при этом назад, пятки стоят на полу. Динамичный такой перекат маленькой амплитудой. Маленькой амплитудой. Чувствуете, что легко. Что можете увеличить амплитуду, начинаете ее увеличивать. Увеличивать амплитуду, уменьшать темп. То есть в темпе мы слегка замедляемся. Чем больше амплитуда, тем медленнее темп для того, чтобы ощутить вот эти вытяжения, прочувствовать их и сделать свою биомеханическую работу, то есть технику движения более правильную, чтобы колено направлялось в сторону пальцев ног. Я даже немножко колено как бы отталкиваю в сторону. Давайте еще увеличим амплитуду, уходим вниз и замедлим темп. Ощущается вытяжение приводящей группы мышц. Еще несколько раз. Постарайтесь уйти еще ниже, если это доступно вам. 2 раза осталось. 2. 1. Останемся с правой стороны. Хорошо, здесь немножко посидим, отталкивая колено в сторону. Можно придерживаться за бедро. Можно убрать руки на пол, если получается отпуститься так, чтобы ваша пятка стояла на коврике. Хорошо. И разворачиваемся в тазобедренном суставе. Сзади отпускаем колено в пол. Пальцы ног расслаблены. Правая рука, одноименная с согнутой ногой, стоит с внутренней стороны бедра. Левой рукой мы вытягиваемся вверх в потолок, стараясь раскрыть грудь максимально в сторону. Взглядом тянемся на прямую ладонь, на ладони прямой руки. И левой рукой мы подныриваем под ногой, под правой рукой. Как можно ниже вниз, как будто стремимся руку вытянуть со стороны,
левую руку с правой стороны и плечо левое отпустить на пол. Вновь меняем позицию, раскрывая грудь, тянемся вверх левой рукой и вниз левой рукой под правую ногу. Еще 3 раза. 3. И вниз. Таз провален, не приподнимается. Остается максимально снизу. И крайний раз. Вниз. Замечательно. Руки по сторонам ноги, ногу спереди выпрямляем и поработаем немножко со спиной. Стараемся прогнуться в пояснице и ее округлить, позвоночником потянувшись вверх. Вновь прогнуться и округлить. Если вам сложно держать руки на полу, вы можете подставить под противоположную руку роллер. Можете его приподнять, если у вас короткий роллер, а можете вообще воспользоваться книгой. Сейчас видео надо поставить на паузу, взять книгу и на книгу опираться с правой и с левой стороны. Еще несколько раз поработаем спиной, прямая спина и округлая. Прямая. Постарайтесь сделать движение в тазобедренном суставе. Прогнуться, копчиком потянуться вверх, копчиком потянуться вниз. Хорошо. И последний раз. Отлично. Выпрямляем спину, сгибаем ногу, раскрываем грудь. Можно усложнить позицию, вытянувшись руками вверх. Закрываем грудь, прижимаем живот к бедру, спина округлена, живот прижат к бедру, стремимся выпрямить ногу. То есть вы видите, да, мой живот слегка оторван от бедра. Но, тем не менее, я тянусь к нему. Все время мысленно хочу прижать живот к бедру. Вновь вперед, раскрывая грудь, легкий прогиб в грудном отделе и вниз. Живот стремится прижаться к бедру. Еще 2 раза. Вперед, прогибаясь, назад и вниз. И крайний раз. Назад и вниз. Молодцы, мы с вами поменяем ногу, сзади колено отрываем от пола, разворачиваемся в противоположную сторону, уходим вниз. Давайте сначала лицом ко мне, вниз выпад, колено направлено в сторону, максимальная амплитуда выпад, как можно ниже отпускаемся вниз, отпускаем таз и теперь разворачиваемся в тазобедренном суставе. Отпускаем сзади колено в пол, отпускаем пальцы ног в пол, прижимаем пальцы ног к полу. И в этой позиции мы ставим одноименную руку с внутренней стороны бедра. Правой рукой вытягиваемся вверх, раскрывая грудной отдел. Правой рукой вниз под левую ногу. Стремимся как будто плечо правой руки отпустить вниз на пол. Вновь раскрыть и вниз. Еще. И вниз. Таз стремимся не поднимать. Таз опущен вниз. Растягиваем мышцы сгибателя бедра. Сзади расположены ноги и мышцы ягодицы спереди расположены ноги. Крайний раз. Отлично. Руки по сторонам бедра. Выпрямляем ногу. И сгибаем, уводя таз как можно ниже. Можно руки приподнять чуть выше. На книжку, либо положить противоположную руку на роллер, то есть правая нога, левая рука на роллере. Ну, либо наоборот. И крайний раз. Хорошо, нога спереди прямая. Прогибаемся в пояснице, взгляд вперед. Округляем спину. Еще прогибаемся. И округляем. Легкий прогиб в пояснице. Стремимся в тазобедренном суставе сделать движение, наклонить таз слегка вперед и назад. Крайний раз. Прямая спина, ногу спереди сгибаем в коленном суставе, руками вытягиваемся наверх, раскрывая грудной отдел и затем отпуская руки вниз в пол, разгибаем ногу спереди
И стараемся круглой спиной, оставшись, прижать живот как можно ниже к бедру. Пальцы ног прижаты к полу, растягиваем взъем стопы. Сгибаем ногу спереди, руки наверх. Разгибаем ногу спереди и назад. Еще вперед, вверх. Таз проваливаем как можно ниже, живот прижат. И крайний раз. Вперед, вверх и назад. Отлично. Сгибаем ногу спереди, приподнимаем сзади колено, упираем оба колена на пол, берем роллер. Начинаем миофасциальное воздействие при помощи роллера. Роллер располагаем перед собой, и мы будем класть наше предплечье, то есть это зона от локтя до кисти руки, на роллер и прокатывать их. Мы крайне редко прокатываем, воздействуем на эту зону, растягиваем ее, но это точно такие же мышцы нашего тела, которые требуют дополнительного внимания. Располагаем предплечье на роллер, приподнимая таз вверх. Наша задача прокатывать роллер до локтя и в обратную сторону. При этом постарайтесь расслабиться в плечевом суставе и отпустить грудь как можно ниже. То есть вы ощутите не только воздействие на предплечье, да, что миофасциальное воздействие на предплечье, но и также ощутите, как вы в данной позиции растягиваете грудной отдел позвоночника, раскрываете грудь. В плечевом суставе вытяжение ощущаете, мышцы плеча растягиваются, мышцы спины растягиваются. Большой амплитудой прям по всему предплечью мы проходимся в одну сторону медленно и в другую. Разверните ладонь вверх, в потолок, и еще несколько раз пройдемся. Больше по внешней, тыльной части руки. 3. Медленно, спокойно, слегка надавливая на руки. 2. И крайний раз. 1. Отлично. Переводим роллер под мышцы бедра. Прошу прощения. И переходим в позицию планки на предплечьях. Роллер располагаем посередине бедра. Отпускаем пальцы ног от пола и такими перешагивающими движениями руками мы докатываемся до колена, но не накатываясь на коленную чашечку, на суставы, не накатываясь, и переходим обратно к верхней части, ближе к паховой зоне. Медленно прокатываем в одну сторону потихоньку и в обратную сторону. Еще раз. По всей амплитуде передней поверхности бедра и назад. Отлично. Остановитесь, пожалуйста, посередине. Разверните пальцы ног вовнутрь, а пятки наружу. То есть воздействие осуществляем больше на латеральный пучок четырехглавой мышцы бедра, то есть больше на внешнюю часть бедра. И точно так же пройдемся 2 раза по всей амплитуде бедра. Старайтесь расслабляться. С каждым дыханием мы чувствуем расслабление тела, расслабление той зоны, на которую мы воздействуем. Чем ярче ощущение, тем медленнее темп вашего движения. И еще один разочек по полной амплитуде в одну сторону. Медленно, спокойно, аккуратно, особое внимание уделяя тем участкам, где больно очень. Хорошо, остановитесь посередине бедра, разверните пятки вовнутрь, а пальцы ног наружу. Больше осуществляем воздействие на внутреннюю часть бедра, на приводящую группу мышц. Прокатываем по всей амплитуде. Медленно, аккуратно, потихоньку. Чаще всего это мышца, та мышца, где самые яркие ощущения, поэтому можно пальцами ног там слегка придерживаться, слегка себя приподнимать. Ваши ощущения должны быть, могут быть яркими, но должны быть терпимыми. То есть не должно быть такого, что ай-яй-яй-яй-яй. Вот такого ощущения не должно. Если оно есть, то тогда прям приподнимайте себя пальцами ног сзади, руками, предплечьями спереди. Хорошо. Остановимся посерединке.
Развернем комфортно свои бедра. И такое движение пловца. Ноги выполняют поочередное движение вниз-вверх. Если ощущается, что вам больно, то тогда просто подержите, просто пассивно повоздействуйте на данный участок. Перекатываем роллер чуть выше. И в этой позиции тоже движение пловца. Ногами вверх-вниз поочередно. Стараемся не в коленях сгибать, а в тазобедренном суставе. То есть полностью вся нога двигается вверх-вниз. И чуть ниже середины, ближе к колену, но на коленную чашечку не закатываемся. Также вниз-вверх. Отлично. Этого достаточно. Сейчас мы закончили с вами с мышцами бедра, передней поверхности бедра. И прокатаем большеберцовый тракт. Это то, что сбоку у нас находится. Располагаемся боком на роллере. Часто этот участок тоже достаточно больной, болючий, так скажем. Поэтому можно верхнюю ногу расположить в опору спереди, слегка спереди, как вам комфортно. То есть ваше тело, оно вам подсказывает, как комфортно. Старайтесь его слушать, прислушиваться к нему. И мы начинаем прокатывать вдоль всей внешней поверхности бедра, прям по всей большой-большой амплитуде, не накатываясь на косточку сверху. Аккуратно ощущаете. Наша задача прокатываться по мягким тканям. И доходим вниз до колена, не накатываясь на коленную чашечку. Еще один раз. Большая амплитуда. Отлично. Любителям ярких ощущений, если все хорошо, можете положить вторую верхнюю ногу на нижнюю и точно так же прокатать. А мы перемещаемся дальше. Воздействие на среднюю ягодичную мышцу. Сядьте, пожалуйста, найдите у себя тазобедренную выделяющуюся косточку. Вот здесь мягко, да, у нас над костью, затем кость. И вот буквально на 2 пальца ниже вы уже снова под косточкой проваливаетесь в мягкие ткани. Вот сбоку и слегка сзади. Сбоку и слегка сзади. Вот это место, на которое мы будем воздействовать с вами. Располагаемся. Слегка сбоку и сзади. Верхнюю ногу, та, на которой мы лежим, располагаем стопу на колени. И маленькими короткими движениями мы начинаем прокатывать эту зону. Пока что на одном месте. Старайтесь почувствовать, как вы слегка закатываетесь на кость и затем перекатываетесь вниз на мягкие ткани. То есть средние и малоягодичные мышцы, верхняя часть ягодицы. Мы на нее сегодня сделаем акцент, потому что большую ягодичную мышцу мы растянули с вами в динамичной растяжке. А на среднюю, к сожалению, не удалось повоздействовать в полной мере, но мы ее все равно подключали. Можно слегка переваливать таз вперед и назад. Прямо на месте замрите и попереваливайте колено то вниз, то вверх. То вниз, то вверх. Еще 2 раза. Ощущаете, как таз прокатывается вперед по роллеру и слегка назад. Отлично. Закончим. С этой зоной наша задача воздействовать на широчайшую мышцу с этой же стороны. Мы с вами берем руку, то есть на левой стороне находимся, правую руку и как бы обнимаем себя. Здесь угол 90 градусов. Проверьте. Вот та зона, где вы держите сейчас ладонью, сюда мы кладем с вами роллер. И ложимся на бок, слегка разворачивая грудь вверх. Грудь слегка раскрыта вверх. Обе руки находятся за головой. И мы с вами делаем перекат корпуса вперед на ребра и назад, ближе к позвоночнику, но на позвоночник не закатываемся. Снова вперед и назад. И еще 4. И назад. 3. Прям заваливайтесь на бок, ощущая, как немножечко отдает в руку. Это широчайшая мышца. Крайний раз. Отлично. Можно, слегка расслабив нижнюю руку,
маленькими движениями прокручивать роллер. Вы прям можете рукой именно разворачивать роллер вперед и назад. То есть телом не так комфортно, небольшая амплитуда, чувствуете воздействие. Отлично, с этой стороной мы закончили. Наша задача перейти на противоположную сторону. Мы прокатаем с вами большеберцовый тракт, то есть внешняя поверхность бедра. Располагаем роллер под бедром. Верхняя нога может наступить в опору спереди, но можно также взять более сложный вариант, утяжелив верхней ногой нижнюю. И перекатываем по всей амплитуде, медленно расслабив нижнюю ногу, глубокое дыхание, в одну сторону вдох, в другую сторону выдох. И еще пару раз вдох, медленно, спокойно, выдох. И еще раз вдох. И медленно по всей амплитуде выдох. Если вы в прошлый раз утяжеляли и продолжали работу, можно нажать видео на паузу и продолжить с более сложным вариантом. А мы с вами перемещаемся на пол, и воздействие будет осуществляться на среднюю ягодичную мышцу. Находим тазобедренную кость, да, самый плотный участок, и спускаемся пальцами слегка ниже и назад. Слегка ниже и назад, это ягодица, мягкая зона у нас. Там же садимся мы роллером, уходим вниз на предплечье и располагаем стопу на колени. Бедро расслаблено, ягодица расслаблена. И мы маленькими такими почесывающими движениями начинаем воздействовать на эту зону, слегка закатываясь на кость и уходя вниз на мягкие ткани. Ощутите глубокое воздействие за счет расслабления. Медленный выдох. Должны быть достаточно приятные ощущения в этой зоне. Если у вас роллер с шипами, то, возможно, даже яркие ощущения могут быть. Еще несколько раз. 2. И крайний раз. И мы с вами разворачиваем колено вниз и вверх, прокатывая таз по роллеру вниз и вверх. То есть наша задача не коленом подвигать, а наша задача перевалить таз вперед на бок и назад больше к копчику. И еще разочек. Молодцы. Переводим роллер под спину. Помним, да, сгибаем руку в локте 90 градусов. Та зона, куда мы положили руку, там же располагаем роллер, только на полу. Ложимся, грудь слегка развернута вверх, руки убираем за голову и выполняем разворот позвоночником к роллеру, а затем боком ложимся на ролл. Еще раз. Дышите глубоко, спокойно. Движения плавные. Ощущается, как прокатывается широчайшая мышца. Мышца спины ощущается ярко. Возможно, отдает в руку. И если это не очень больно, то тогда это нормально, потому что это воздействие на широчайшую мышцу, которая со спины уходит нам в плечевую кость, крепится на плечевой кости. Отлично. Нижнюю руку отпускаем на пол. И небольшими движениями можно прокручивать верхней рукой, прям роллер прокатываем чуть-чуть вверх и чуть-чуть вниз. Несколько раз еще. И еще разочек. Отлично, вы молодцы. Мы переводим с вами роллер под таз, не под копчик, под таз. Таз кладем на ролл вверх. Еще немножко растянем приводящий. То есть наша задача лечь удобно и комфортно, чтобы у нас таз располагался комфортно, никуда не скатывался. Вы можете попробовать поднять ноги, ничего никуда не уезжает, нигде не выкатывается ролл. Согните одну ногу к себе и вытяните вторую. Вот та нога, которая прямая, у нее должен быть
растягиваются мышцы сгибателя бедра в тазобедренном суставе, вы должны прямо их ощущать. И постарайтесь расслабить ноги. То есть сейчас у вас нога, которая прямая в коленном суставе, она прям висит под силой притяжения, она расслаблена, она висит, и вы даже можете подтянуть колено согнутой ноги, и нога, которая прямая, она приподнимется вверх. А потом колено отпустить, слегка расслабить поясничную зону, мышцы пресса расслабить, и нога отпустится вниз на пол. Давайте так поиграем. На себя и вниз. На себя и вниз. И еще разочек. Попытайтесь оставить ногу, которая сейчас прямая, прямой, не сгибать ее, не поднимать никуда. А вторую ногу, которая была согнута, ее стараемся выпрямить, насколько это возможно. То есть, если это так, то окей, оставляем слегка согнутую. Если получается выпрямить до конца, выпрямляйте до конца, можно перехватиться за стопу. Несколько циклов дыхания фиксируем это положение, глубокий вдох, медленный выдох. Еще раз вдох и выдох. Сгибаем ногу, поменяйте, пожалуйста, сторону. Другая нога вытягивается, прямая абсолютно в коленном суставе. И немножко перекатываем таз по роллу. Поиграемся. Колено натягиваем на себя. Вторая нога прямая поднимается автоматически. То есть мы ее специально не напрягаем, не поднимаем. Еще один раз. Молодцы, хорошо остались. И пытаемся выпрямить ногу. Насколько это получается, вы должны ощущать вытяжение подколенных сухожилий. Пробуем выпрямить до конца. Фиксируем. Даже если не получается, остаемся здесь, ничего страшного в этом нет. Все в пределах своих возможностей. Постепенно, потихоньку будет увеличиваться ваша гибкость, улучшаться. Тело будет позволять вам делать больше. Главное — дисциплина в этих вопросах. Отлично. Обе ноги наверху. Если чуть-чуть скатились, поправьте, так, чтобы вам было комфортно, на копчик не должно давить. И мы с вами с слегка согнутыми ногами делаем такое движение коленями вправо-влево. И ощущаете, да, как немножко перекатывается таз по роллеру. Такое легкое массажное воздействие осуществляется на эту зону, улучшаем циркуляцию крови в этой зоне. Можно ноги слегка поотпускать вниз, стопы, и вверх. И еще разочек. Вниз и вверх. И завершающая позиция в нашей тренировке. Мы с вами переводим роллер под голову. Разворачиваем голову в сторону, скорее всего, в сторону экрана сейчас, чтобы увидеть, что мы будем делать. Волосы лучше из-под головы убрать. И я вас попрошу расположить роллер не прямо на шее, а вот на линии роста волос больше. Вы должны ощущать начало черепа, на косточке черепа, как вы давите, на линии роста волос, не на позвоночник. И мы с развернутой головой в бок делаем такое движение подбородком вверх и вниз. Как будто бы надавливая головой еще больше на роллер воздействием на данный участок. Это место крепления трапециевидной мышцы к нашему черепу. Это та зона, которую очень важно массажировать. Отлично, еще несколько раз. Эта зона отвечает за питание нашего мозга кровью. Если мышца пережата, то плохо будет поступать кислород в наш мозг. Супер. Разворачиваем голову в противоположную сторону. Кладем роллер под линией роста волос, не на шею, не на позвонки шейные. И делаем такое же движение, как будто бы говорим «да». Вниз и наверх. Вниз и наверх. Ощущаете, как вы слегка надавливаете на эту зону, там, где череп начинается. Как надавливаете на мышцу сбоку, с шеи. Еще один раз. Отлично. Обхватив бедро, приподнимаемся вверх,
Аккуратно садимся, чтобы не загружилась голова. Если голова начинает кружиться, то делаем глубокий вдох. И вниз, выдох. Можно прям приотпустить голову вниз, взгляд вниз. И еще разочек вдох, восстанавливаем давление, чтобы голова не кружилась. И вниз, выдох. Еще разочек вдох. И вниз, выдох. Я вам желаю отличного самочувствия. Я вам желаю здоровья. Обязательно напишите в комментариях, какие ощущения проживали в процессе тренировки, как вам такая смесь двух разных направлений. Если вам понравится, будем записывать данные ролики еще. Ставьте лайк этому видео и до скорой встречи в новых тренировках. Пока-пока.